Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Туйрпиров. По поручению президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, с первых минут после землетрясения, произошедшего 13 апреля, правительственная комиссия под руководством заместителя премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймона Зиозода была направлена в районы Рашской долины. В состав правительственной комиссии вошли представители руководства министерств и ведомств, связанных с вопросами чрезвычайной ситуации, государственных резервов, строительства, геологии, землеустройства и геодезии, а также органов местной государственной власти. Комиссия занимается всесторонним изучением последствий землетрясения, определением объема и видов срочной помощи пострадавшему населению. Согласно поручениям главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, необходимо определить в кратчайшие сроки объем, способы и средства оказания помощи населению, а также ликвидировать последствия этого природного бедствия. Работы по устранению возникших проблем должны быть ускорены. Согласно последней полученной информации, в районах Рашт и Таджикабад полностью разрушены 94 жилых дома. Частично повреждены 50 домов. Еще 61 дом получил незначительные повреждения. Кроме того, пострадали 3 общеобразовательные школы и около 200 других различных объектов. Следует напомнить, что 13 апреля 2025 года в 9 часов 24 минуты на территории Республики Таджикистан произошло землетрясение. Сила подземных толчков в эпицентре, который находился в 160 километрах к северо-востоку от города Душанбе и в 21 километре к востоку от центра района Рашт, составила 5-6 баллов, а в городе Душанбе 3 балла. В пострадавших от землетрясения районах прилагаются усилия для устранения проблем и последствий от этого природного бедствия. По поручению президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, осуществляется ликвидация последствий землетрясения в Рашском и Таджикабадском районах. Для этой цели сформирован штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия и определяется масштаб ущерба. По поручению президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, с первых минут землетрясения в Рашке и Таджикабадские районы была направлена правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймоном Зиозода. Правительственная комиссия в составе представителей министерств и ведомств по чрезвычайным ситуациям, государственным резервам, строительству, геологии, земельному управлению и геодезии местных исполнительных органов государственной власти занимается комплексным изучением последствий землетрясения, определением объемов и видов экстренной помощи пострадавшему населению. Согласно поручению главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, необходимо в кратчайшие сроки определить объемы, способы и средства оказания помощи населению и ликвидации последствий этого природного бедствия, а также приложить усилия для устранения проблем, с которыми столкнулись пострадавшие жители. По полученной на данный момент информации, в Рашском и Таджикабадском районах полностью разрушены 94 жилых дома, частично повреждены 50 домов, а 61 дом получил незначительные повреждения. Также пострадали 3 средних общеобразовательных школ и около 200 других объектов. 14 апреля в зале заседания исполнительного органа государственной власти Рашского района создан штаб с целью ускорения работ по ликвидации последствий землетрясения на территории вышеуказанных районов. Выступая в работе штаба, заместитель премьер-министра республики дал конкретные указания и поручения ответственным лицам по выполнению указаний и поручений президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, по обеспечению пострадавших от землетрясения продуктами питания, доступом к временным палаткам, электроэнергии и отоплению, лечению пострадавших, решению других социальных проблем. На сегодняшний день ряд работ уже осуществлен. Штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия поручил ответственным лицам соответствующих структур обеспечить завершение восстановительных работ в запланированные сроки. Карим Хайдар, Дилшод Хушбахт, новости. Сегодня в Душанбе состоялось 7-е совещание руководителей высших органов финансового аудита государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Участники совещания отметили, что проведение регулярных аудитов водных ресурсов может заложить основу для устойчивой и надежной водной политики, а также борьбы с экологическими и экономическими рисками. На мероприятии побывала наша коллега Зумрат Файзиева.
Цифровизация все активнее внедряется во все сферы экономики, в том числе и в области аудита. Современные технологии кардинально изменили подход к работе с данными. Поэтому сегодня в Душанбе собрались представители высших органов аудита стран, членов Шанхайской организации сотрудничества, чтобы обсудить новые решения в различных сферах деятельности, в том числе в области управления водными ресурсами. В Душанбе проходит 7-е совещание руководителей высших органов аудита государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Представители 10 стран сфокусировались на вопросах аудита водных ресурсов, охраны ледников и устойчивого водопользования. Тематика сегодняшней встречи в контексте изменения климатических условий акцентировался на важность и своевременность проведения аудита водных ресурсов и защиты ледников, которые находятся под реальной угрозой и требуют принятия незамедлительных мер по их сохранению. Руководствуясь международно признанными конструктивными инициативами основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в области защиты экологии и устойчивого развития. Сегодняшнее мероприятие Счетная палата Республики Таджикистан выступила с предложением повысить значимость и роли высших органов аудита государств, членов Шанхайской организации сотрудничества в процессе управления водными ресурсами и защиты ледников, как основного источника пресной воды. Заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Усмонали Усмонзода подчеркнул стратегическую важность аудита для экономики стран ШОС и отметил, что встреча является ключевой возможностью для укрепления сотрудничества в решении насущных проблем. На мероприятии было отмечено, что Республика Таджикистан обладает большими запасами чистой питьевой воды, а водные ресурсы играют эффективную роль в обеспечении устойчивого развития экономики страны и региона. Также было отмечено, что в этом году в Республике Таджикистан планируется проведение международной конференции в связи с объявлением Международного года сохранения ледников, что будет способствовать защите водных источников в условиях изменения климата. Представители стран ШОС сошлись во мнении, что только совместные усилия государств, международных организаций и научного сообщества позволят эффективно использовать водные ресурсы и сохранить их для будущих поколений. Регулярный аудит в этой сфере назван ключевым инструментом для формирования устойчивой водной политики. Алихан Смаилов, председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан. Сегодня мы находимся в Таджикистане, в солнечном городе Душанбе. Здесь проходит 7-я встреча руководителей высших органов государственного аудита стран-участников Шанхайской организации сотрудничества. Надо отметить важность этого международной организации, в рамках которого наши страны эффективно взаимодействуют по всем вопросам торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Мы взаимодействуем по таким вопросам, как энергетика, охрана окружающей среды, логистика, безопасность и многие другие вопросы. И тема сегодняшней нашей встречи является эффективное управление водными ресурсами в наших странах. Совещание руководителей высших органов финансового аудита государств-членов Шанхайской организации сотрудничества проводится 1 раз в 2 года. Зумрат Файзиева, Мехрузи Джума, Дельшоди Хушбахт. Новости. Второй международный фестиваль-выставка зарубежных вузов Республики Таджикистан в этот раз проходит в новом формате с широкими возможностями для таджикских абитуриентов. Фестиваль продлится до 18 апреля. Также это мероприятие планируется провести в Хатлонской и Сагдийской областях. Это уже второй раз, когда в качестве образовательной инициативы правительства Республики Таджикистан в нашей стране проводится международный фестиваль-выставка зарубежных вузов. Данная мера была принята в целях развития сотрудничества между средними и высшими учебными заведениями и является лучшей возможностью для таджикских абитуриентов поступить и продолжить обучение в других высших учебных заведениях за пределами Таджикистана.
Другими словами, благодаря этой образовательной выставке наши выпускники могут выбрать любой понравившийся им университет или институт и стать студентами с различными льготами и более широкими возможностями. Я представляю Ивановский государственный энергетический университет, Егоров Сергей Анатольевич, декан факультета по подготовке иностранных студентов. За последние 2 года мы увеличили прием студентов из Таджикистана в 5 раз. Мы предлагаем бюджетные места для поступающих и высокое образование, которые связаны с электроэнергетикой, с проектированием объектов энергетики. Мы готовим специалистов для различных электрических станций, для атомных, тепловых станций. И специалисты востребованы во всем мире. Сейчас идет строительство атомных станций в различных зарубежных странах. И студенты, которые заканчивают учиться, заключают договора и могут рассчитывать на работу за рубежом. В первый день международной выставки зарубежных вузов приняли участие 84 учреждения высшего и среднего профессионального образования из 12 стран мира, в том числе США, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Китайской Народной Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии, Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Белоруссии. Место проведения мероприятия Международный выставочный центр «Экспо-центр Душанбе» предоставила благоприятные возможности для участников. Фестиваль-выставка имеет много преимуществ как с точки зрения активного участия абитуриентов, так и большого количества иностранных участников. Специалисты отмечают, что если в прошлом году на фестивале было около 30 высших учебных заведений из зарубежных стран, то эта цифра возросла до 84. Международный фестиваль-выставка зарубежных вузов направлен на ознакомление молодежи и подростков нашей страны с достижениями и возможностями престижных вузов мира и привлечение их в эти учебные заведения. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.